Ремонт кровли, систем водоснабжения и канализации. Это 3 основных направления капитального ремонта в Канаше, которые проводятся в этом году. В список вошли 24 дома. Им было выделено более 46 миллионов рублей из фонда капитального ремонта. А это значит, что наши оплаченные взносы наконец-то начали работать на нас. В связи с этим, с рабочим визитом в Канаш приехал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Максим Иванов и генеральный директор некоммерческой организации фонда капремонта Олимпиада Епифанова, чтобы лично удостовериться, как ведутся работы и успеют ли подрядчики сдать все в запланированные сроки. Сейчас из 24 домов, которые были предусмотрены планом, по 11 домам аукционы состоялись по Канашу, договора заключены, к работам уже в основном, то есть уже где-то порядка 9 домов, наверное, к работам приступили, 9 домах. Основное ударение сделано в Канаше в этом году на ремонт кровли, потому что в прошлом году было основное ударение сделано на администрации города Канаш на ремонт системы канализации. К сожалению, в процессе капитального ремонта не все проходит гладко. Иногда этому препятствуют и сами жители домов. Именно по этой причине, отметила Олимпиада Епифанова, и произошла аварийная ситуация в доме 27 по проспекту Ленина. Недавно только случай произошел по Канашу, что в прошлом году, собственники, не допуская в квартире, подмыло, тумбу, на которых, держались лаги напольные. И соответственно, образовалась трещина, слава богу, не в несущей стене. Сегодня там тоже подрядная организация, повторно на основании нашей претензии пришла на этот объект, уже за свои средства и средства собственников устранили замечания. Чтобы таких моментов уже не было, конечно же, квартиры, двери должны быть открыты, чтобы работа была полностью выполнена. Подобный случай по Чувашии не единичный. И с этим, как утверждает генеральный директор, не станут мириться. Сейчас внесли изменения в жилищный кодекс в отношении собственников помещений, которые не допускают в квартиры, могут быть применены административные наказания. Для этого нужно еще будут в последующем приняты нормативные документы на уровне региона. Как отмечают в фонде капитального ремонта, общая собираемость взносов нашего города составляет в среднем 77%. И все эти деньги используются по назначению. В этом году администрацией города были отмечены работы по замене кровли домов. 2 двухэтажки по улице Пушкина, дома номер 52 и 54, уже дождались своего часа. Работы, начатые в конце июля, обещают завершить в конце этого месяца. Сегодняшний день по Пушкина 54 на данном объекте мы поменяли деревянные элементы, стропила поменяли гнилые, вся обрешетка заменена, укладка пароизоляции тоже завершена, кладем профнастил, с той стороны видно. К концу недели планируем мы заканчивать, собирать первую рабочую комиссию. Ремонт двускатной кровли в многоквартирном доме номер 14 по улице Чкалова стал следующим объектом пресс-тура. Дом кирпичный, построен в 1960 году. Здесь предстоит заменить шиферное покрытие на оцинкованный профилированный настил с частичной заменой стропил. Кроме того, по проекту будет уложена изоляционная пленка и произведен ремонт вентиляционных каналов, кирпичной кладки дымоходов. Будет также заменена водосливная система. Несмотря на работы, которые уже ведутся, жители нашего города все еще ощущают на себе прорехи сферы ЖКХ. Я думаю, все заметили, вы как журналисты, жители города Канаша, района Канашского, что в последнее время очень много делается, очень много финансовых направлений именно на сферу ЖКХ. Сейчас мы 2 котельные в прошлом году в Канаше построили, достаточно мощные, которые в целом сняли проблему с теплоснабжением большей части города, 1/3, по крайней мере. Делаем капитальный ремонт на квартирных домах. Всего с 2009 года, если посмотреть, 96 домов, включая 17 будет отремонтировано. Это примерно 1/3, опять же, из всего объема, 353 многоквартирных домов нашего всего. Соответственно, очень большие объемы работ, но при этом нужно понимать, что сейчас приоритеты сдвигаются, и мы все делаем по согласованию жителей. Капитальный ремонт это будет, формирование комфортной городской среды, это дороги. Все, что не делается сегодня, все деньги, которые направляются из бюджета, они все согласовываются с жителями напрямую.
Сейчас есть вот отдельная программа по инициативному бюджетированию. У нас тоже город Канаш, там 5 заявок вошло, там подворотная площадка будет на остановке, еще какие-то проекты, да. То есть, соответственно, все завязано на инициативе самих жителей. Очень хочется верить, что вот это вот, ну, так сильно оправдается и оправдывается, что жители видят, что эти механизмы работают, и в следующем году у нас будет все немножечко плавнее. И, я думаю, взаимопонимание у нас с жителями будет. И по тем ситуациям, когда они не пускают подрядчиков в свои квартиры для того, чтобы капитальный ремонт сделать. Такие факты есть, несмотря на то, что вот буквально там неделю назад, 2 недели назад разбирались с Ленина 27, что там житель не пустил подрядную организацию сделать капитальный ремонт в своей квартире, да, трубы поменять на холодное снабжение. Сегодня мы сталкиваемся опять с теми же проблемами, что жители Канаша опять же не пускают подрядчиков сделать капитальный ремонт. Но это, конечно, очень так прискорбно, и, чтобы вы знали, вы и жители тоже, сейчас буквально осенью будут приняты, я думаю, будут приняты соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Это будет уже административное правонарушение, соответствующий штраф всем, кто не пустил подрядчика для проведения капитального ремонта. Это важно, и я думаю, в целом качество капитального ремонта повысится за счет этих мер. Больше проблем сейчас мы, по крайней мере, как республиканский орган власти, видим в системе водоснабжения, потому что, что скрывать, последние 5 лет 2 организации были, которые занимались водоснабжением, обе обанкротились. Такая самая проблемная точка. Я думаю, все ощущают, аварии периодически, то подрядчик трубу задел, то задвижка полетела. Буквально в течение 2-3 недель мы постоянно сталкиваемся. Да? И, соответственно, все эти вопросы у нас на контроле, мы отслеживаем, регулируем для того, чтобы все максимально быстро происходило, эти ремонты, и у людей все-таки вода была в квартире. Это, наверное, самая основная проблема сейчас. Но и проблема, которой мы занимались полгода назад, это проблема с мусором. Я думаю, ее мы тоже постепенно решим. Построим мусороперегрузочную станцию в Канаше. То есть она все же здесь будет? Да, она будет. Не прям в черте города, прилегающая территория к городу. Туда будет свозиться мусор с 3 районов. Канашский, город Канаш, Канашский район, Янтиковский, Комсомольский. Соответственно, там все это прессоваться в пресс-контейнеры и транспортироваться в город Новочебоксарское захоронение. Потому что сегодня строить полигон отдельный вот здесь, в Канашском районе или в Канаше, да, это очень дорого. И, в принципе, дешевле построить перегрузку и возить туда. Это экономически обосновано, в первую очередь. Нас, как канашцев, также интересовал вопрос, успеют ли произвести все ремонтные работы в срок и не придется ли жителям города страдать от запоздалого ремонта. К Новому году завершат, с этим вопросов не стоит. Смотрите, мы в этом году перешли на немножко другую систему отбора подрядчиков. Надеемся, что это скажется кардинально скажется на качестве работы, на их стоимости. Если раньше мы просто выбирали фонд капремонта, проводил у себя конкурс, на бумаге заявки все приносили, сколько-то подрядчиков, лучше определялся и ушел работать. Сегодня все торги проходят на электронной площадке, они двухэтапные. Сначала подрядчику нужно попасть в реестр квалифицированных организаций, для этого нужно подтвердить свою квалификацию, наличие штата, наличие финансовых средств, в том числе отсутствие задолженности по налогам. Там много критериев, да, под которые должна попасть организация для того, чтобы иметь право работать на домах по капитальному ремонту. В этом году, скажем, такая плановая задержка сроков. Мы ожидали, что это так будет. Это проведение государственной экспертизы всех проектов по многоквартирным домам по капитальному ремонту. Раньше государственная экспертиза этих проектов не проводилась. Сейчас наша государственная экспертиза в Чувашской Республике проводит экспертизу всех смет, то есть определяет стоимость, правомерно она там заложена, неправомерно. Но, скажем так, наверное, подрядчики наши по проектировщики были не готовы к этому. Было очень много замечаний на первом этапе. Сейчас уже работа планово выстроена, да, уже более-менее нормально идет. Но вот первые проекты 1,5 месяца согласовывались с государственной экспертизой, потому что были множественные замечания. Сейчас, в принципе, уже система работает, экспертиза выдает заключение, и, соответственно, к концу августа у нас по всем квартирным домам будет экспертное заключение. Такой плановый срок стоит, соответственно, в сентябре во всех домах уже приступит работа. По информации некоммерческой организации фонда капремонта, в прошедшем году были отремонтированы 9 домов на сумму более 15 миллионов рублей. А по плану текущего года предстоит отремонтировать 24 дома на сумму более 46 миллионов. А нам остается надеяться, что все проведенные ремонтные работы надолго избавят жителей города от насущных проблем. Марина Баринова, Павел Шевченко, Открытая студия.